Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 9 августа 2020 года. Это будет воскресенье у нас. Посмотрим, что этот день нам предлагает. Начнем прогноз на маг-колоде, на метафорической, и потом будем подсказывать на цыганской колоде. Итак, какой сегодня будет день? Замечательный день, творческий, радостный. Что будет помогать? Что будет мешать? Достану карту для отношений, для работы, для финансов и итог дня. Подсказываем на цыганской колоде. Итак, у нас выпадает на день карта такого творчества, исполнения нашей мечты. Да, вот здесь изображена девушка, которая рисует картину, да, и картина оживает, бабочки просто с этого полотна улетают, да, то есть получается, что эта карта нам обещает исполнение наших желаний, да, материализация того, что мы давно хотели. И это не просто что-то обыденное, да, это то, что нас действительно будет радовать. Давайте посмотрим, что же конкретно, да, девятка трефовая. Здесь действительно карта творчество в профессии, да, это может быть у нас какая-то, знаете, как будто бы мы занимаемся карьерой, улучшаем свои профессиональные навыки, как будто бы мы готовимся к тому, чтобы в нашем деле у нас все получалось лучше и лучше, да, чтобы мы были все профессиональнее и профессиональнее. Может быть, это какое-то дополнительное образование, обучение, да, может быть, мы действительно сегодня учимся, проходим какие-то там тренинги, курсы или еще что-то такое, да, и есть возможность вот улучшения в профессии. Но также эта карта может говорить о том, что мы сами себя обманываем. Может быть, мы действительно мечтаем о том, что как бы для нас сейчас недостижимо, да, как вот бабочка не может улететь с листа, да, то есть нарисованная бабочка не может стать живой, так может быть и наши желания, наши мечты, они оторваны от реальности, и нужно подумать о том, как нам действительно добиваться каких-то своих целей, чтобы это было реально, реалистично, да, может быть, мы заблуждаемся, обманываем себя, или, может быть, мы ждем, допустим, отношений, которые должны вот просто каким-то чудесным образом появиться, а сами к этому не готовы, либо рисуем такой себе образ человека, который, ну, совершенно не существует в реальности, да, и мы можем так прождать всю жизнь, и, конечно же, этот день, он тоже может пройти просто так, то есть без каких-либо изменений в нашей жизни, потому что мы хотим не того, что может осуществиться, или, может быть, мало вложили во что-то, да, или, может быть, нам нужно действительно поменять цель свою, как-то перестроить, может быть, планы свои нужно. Также карта еще может говорить о том, что кто-то из близких людей нам тоже может чего-то наобещать, того, чего не будет, да, то есть не нужно верить сегодня каким-то словам, красивым фразам, красивым жестам, просто потому что хочется верить. Скорее всего, здесь вот обман будет, да, от людей, которые слишком много обещают или слишком красиво говорят. То есть вообще сегодня желательно прислушаться и к себе, и присмотреться к людям, которые вокруг, потому что вполне возможно, либо мы сами себя обманываем, или позволяем себя обманывать другим людям. Что будет нам помогать? На картинке у нас здесь изображена девушка, которая держит в руках Пегаса, да, то есть это как символ наших каких-то мечтаний, творческого самовыражения, любимого дела, реализации себя в обществе, да, и вот она оглядывается на дверь, на тень, то есть она боится проявить себя, боится, что кто-то осудит, или, может быть, боится, что как-то все пойдет не так, то есть просто страхи, которые мешают человеку осуществить то, что хочется, да, то есть не нужно смотреть назад, нужно смотреть внутрь себя, нужно смотреть вперед и все правильно оценивать, да, не распылять свою энергию, не думать о том, кто что скажет. Давайте дополнительно достану карту
пятерка бубновая, да, особенно это касается именно вот материализации каких-то наших целей, желаний, денежных каких-то вопросов и так далее. А что будет мешать? Будет мешать то, что мы не просчитываем наперед наше будущее. Но, может быть, в данной обстановке, в нынешней, да, трудно просчитать, что будет дальше, потому что, ну, у нас как бы в обществе кризис сейчас происходит, да, и там из-за коронавируса и так далее, его последствий. Но что-то все равно мы можем просчитать. Допустим, даже то, что мы можем делать в условиях кризиса, да, и нам мешает то, что мы не думаем о возможных каких-то проблемах впереди, да, надеемся на авось, что само собой все разрешится, а нам нужно вот точно понимать, что конкретно мы будем делать для того, чтобы цель свою осуществить. А также, знаете, может быть в отношениях, вот если отношений касается эта карта, может быть вы берете на себя слишком много, может быть вы берете на себя обязательства за других людей, а эти другие, они могли бы сами справиться, да, то есть вы себя перегружаете, и другие люди просто могут вами пользоваться, и это может привести к не очень хорошим последствиям, это раз. Во-вторых, эта карта может говорить о том, что вы слишком зависимы от прошлого, да, не можете двигаться вперед, боитесь двигаться вперед. А сами, ну, при этом, как бы, вроде бы вы не хотите страдать, но все равно остаетесь в прошлом. То есть нужно думать о будущем, нужно думать, как жить счастливо, да, а не мечтать о том, чтобы вернулось прошлое. Вот это карты говорят. А теперь для отношений у нас выпадает карта, которая показывает, что один против всех как-то выступает, да, такая оппозиция. Это может говорить об отношениях в семье, допустим, да, допустим, вы делаете что-то такое, что не нравится членам вашей семьи, то есть они, может быть, для них это непривычно, да, вот если вот с первой картой мы здесь сочетаем, может быть, то, что вы хотите, то, что вам нравится, может быть, оно не укладывается как-то в голове у ваших близких, и вот здесь будет важно, какое решение мы примем. Мы будем в оппозиции к своим близким людям или мы будем как-то объяснять, договариваться, да, так, чтобы всем было комфортно. Да, нам не нужно все-таки отказываться от себя, но нужно постараться вот какую-то дипломатию проявить. Для тех, кто в поиске партнера сегодня, девятка червовая, замечательно. Есть встреча, есть новые люди. Есть перемены вот в вашем близком круге, да, но смотрите, опять же, вот то, что мы говорили в начале, будьте внимательны, если человек слишком красиво все делает, вот, скорее всего, он что-то от вас хочет, да, то есть, если это человек действительно как ваша мечта, которая, ну, реалистична, тогда вот эта карта для вас хорошая, да, ну, вот проверьте, если, допустим, человек ведет себя как-то спокойно, уравновешенно, да, если он как-то душевно себя ведет, а не старается говорить красивые слова и делать красивые поступки, ну, значит, этот человек вам подходит. Если же он слишком тут старается, ну, 100% здесь какой-то подвох. Для тех, у кого есть уже пара, семерка бубновая. Но здесь вы, скорее всего, да, у вас слишком много здесь общения, слишком много, может быть, разговоров, советчиков, слишком много информации разнородной, да, и вам трудно сегодня, потому что здесь... Может быть, допустим, вы чего-то захотели для себя, как-то себя выразить, да, и со всех сторон на вас посыпались какие-то негативные, может быть, негативная информация, да, вот трудно воспринять. Или, может быть, вы хотите побеседовать, допустим, со своими близкими, а находите непонимание, да, может быть такое. Что в этом случае делать? Ну, стараться наладить контакт, да, вот как-то стараться сделать так. Вот обычно так люди себя ведут, когда им страшно, да, у них включаются животные инстинкты, да, и вот страх, он заставляет там нападать, критиковать и так далее. То есть нужно понимать, что люди, которые там вас отговаривают или критикуют, или еще как-то не понимают, они просто боятся, да, и вот если вот это осознать и с этой позиции с ними разговаривать, то есть их как-то успокоить, да, то тогда здесь вполне может получиться неплохой день, то есть вот эту оппозицию нужно убрать, нужно наоборот использовать это время для создания каких-то
теплых отношений, да, постараться понять этих людей, и тогда здесь вот, возможно, день пройдет неплохо, да, наоборот, как бы будет какое-то такое объединение, да, а вместе всегда легче всего добиваться. А теперь для тех, кто в ссоре, давайте посмотрим. Восьмерка трефовая. Ну, здесь, скорее всего, невозможно. Скорее всего, либо на вашей стороне, либо на стороне вашего партнера слишком много советчиков, которые не дают вам помириться. Да? Нужно подождать, и либо нужно искать какие-то другие пути. Пока что к примирению сегодня не стоит. Лучше отложить это все, да, примирение. Для работы, те, кто в воскресенье работает, да, может человек очень многого добиться. Вот видите, здесь девушка на вершине, она как бы воткнула меч в землю, да, то есть это победа, я добилась того, чего хотела, я на вершине, да, то есть действительно сегодня какие-то рабочие цели, планы, проекты, они могут очень быть хороши. Для тех, кто в поиске работы, ну, что там в воскресенье, вряд ли, да, пятерка пиковая, хороший день для того, чтобы учиться, набирать информацию какую-то, понимать, чего мы хотим, какие у нас цели, да, вот какую именно работу мы хотим. То есть, ну, как бы разбираться с собой, здесь вот как бы период, знаете, вот выхода в какое-то новое пространство информационное, да. А теперь посмотрим, что ждет тех, кто работает. Так, сегодня может быть очень много дел, может быть много возможностей открывается, и здесь самое важное сделать правильный выбор. Действительно, я вот хочу того, что мне предлагают, действительно это служит моим целям и планам. И вот этот выбор, он очень важен сегодня будет. Ну и, конечно же, вот можно и сразу несколько возможностей использовать, если это не противоречит вот вашим целям. А также хорошее время для посредничества. Да? Если вы посредник, если вы коммерсант или если вы продажник, то очень хорошая здесь возможность сделать там план, заработать и так далее. Для тех, кто занят своим делом. Вот, знаете, сегодня будет такое желание вообще все послать подальше, да, и не заниматься делами. Но вот карты говорят о том, что этого делать не стоит. Вот будет хотеться все бросить, а нужно, наоборот, сегодня поработать, потому что это поможет чего-то важного достичь сегодня. Вот, если же вы поддадитесь желанию там отдыхать, расслабиться, как-то безответственно отнесетесь к тому, что происходит, давайте посмотрим, что из этого получится. Тройка червовая, да. Ну, получится, что вы будете, знаете, больше на будущее рассчитывать, да, то есть вы сегодня можете уже каких-то целей достичь своих, а так вы получится, что вы отложите вот это достижение целей в будущее, а может быть даже, знаете, станете больше полагаться на своих близких, на семью, да, чтобы пусть они зарабатывают, да, я устал, хочу отдыхать, то есть здесь вот как бы может вот такая ситуация быть. Для финансов, смотрите, очень интересная карта, которая говорит о том, что в финансах, да, нам будет тяжело. То есть будет желание как-то легко их потратить, да, не считать. А нам карта предлагает все-таки иметь что-то про запас, а уже остальные средства тратить. То есть нужно обязательно, чтобы была какая-то финансовая опора, да, стабильность. Нельзя все деньги сегодня тратить, хотя вот прям очень хочется. Что для тех, кто на зарплате? Вот слишком много хочется, знаете, эмоциональные покупки хочется делать. Может быть, какие-то в жизни сложности, неудовлетворения, и мы хотим это заполнить, да, покупками. Ну, во-первых, вы здесь не решите этот вопрос, вам будет только тяжелее потом, да. Во-вторых, ну, просто, может быть, эти вещи потом не будут приносить удовлетворения, да, такого, как вы хотели, как вы мечтали. Но, кстати, могут деньги приходить от женщин, могут деньги приходить от
ну, что-то связанное с искусством, с красотой, с творчеством, если вы дополнительно к работе, к своей, еще занимаетесь каким-то творчеством, да, какая-то у вас деятельность есть, любимое дело, то вполне возможно вы здесь заработаете денег, наоборот. Для тех, у кого свое дело. Опять Джокер выпадает, опять желание потратить, опять желание потратить деньги на путевки, на поездки, просто вот для удовольствия, да. Но опять же карта призывает не слишком уж поддаваться этому. Да, вот смотрите, карта говорит о том, что вы можете как-то очень наивно себя в деньгах повести. Если же, вот если у кого-то сделка, да, нужно обязательно проверять все бумаги. Нужно, чтобы был специалист, который бы прочел договор, в общем, кто-то сторонний, кроме вас, да, потому что вы здесь, что-то, какая-то некомпетентность у вас есть в вопросе денег, и ее нужно устранить, иначе может быть потеря какая-то даже. Но, в принципе, можете тратить, опять же, тратить на семью, на детей, на какие-то спонтанные желания, на игры на какие-то, да, в общем, не думая о завтрашнем дне. И по итогу дня у нас карта, которая показывает, как человек открывает свою душу, свое сердце, да, а внутри у него там тоска какая-то. То есть, знаете, если вы действительно в конце дня чувствуете какую-то тоску, неудовлетворенность, непонимание, то нужно обязательно об этом поговорить. Если рядом есть люди, значит, с этими людьми поговорить, да, вот раскрыть душу. Если же рядом нет никого, ну, хотя бы кому-то написать, допустим, да, в общем, все равно нужно как-то вот показать себя истинного, да, это вот обязательно поможет чувствовать себя комфортно, да, вот избавиться от каких-то эмоций тяжелых, трудных, потому что, скорее всего, либо, знаете, либо самим заглянуть в свое сердце, может быть, выписать что-то на бумагу, да, вот что беспокоит, как это решить, что я на самом деле чувствую, не обманываю ли я себя, заглянуть в свое сердце, того ли я хочу там в работе, в деньгах и так далее, с теми ли людьми я хочу быть, в общем, все вот какие-то сокровенные такие вопросы, их желательно вот вынести именно наружу, да, либо с самим собой разобраться, либо поговорить об этом с близкими людьми. Давайте достану дополнительную карту. Четверка трефовая. Да, но может быть вот действительно все застоялось, как-то стало привычным, нет новизны, да, и нужно спросить себя, чего же я действительно хочу. И вот та сфера, которая беспокоит больше всего, вот она должна быть исследована. Друзья, желаю всем прекрасного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.